На содержание одного осужденного в сутки тратится 2854 тенге. В эту сумму входят затраты на питание, медикаменты, коммунально-бытовые затраты, вещевое удовольствие и многое другое. 156 миллионов 256 тысяч 500 тенге тратится на содержание всех пожизненно заключенных в Казахстане. В соответствии с Уголовным исполнительным кодексом Республики Казахстан, отдельно от других осужденных в учреждениях чрезвычайной безопасности отбывают наказание осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы. Согласно данным МВД РК, на сегодняшний день общее число пожизненно заключенных составляет 150 человек. В Казахстане имеется два учреждения для отбывания наказания таких осужденных. УК 161/3, город Житикара, более известный как Черный Беркут, и УК 161/12, город Аркалык. На содержание одного осужденного в сутки тратится 2854 тенге. В эту сумму входят затраты на питание, медикаменты, коммунально-бытовые затраты, вещевое удовольствие и тому подобное. Содержание одного осужденного в месяц составляет 85 620 тенге. К слову, средний размер пенсии в Казахстане 85 785 тенге. Размер государственного пособия многодетным семьям без учета АСП 10 504 тенге. Работник ЖКХ зарабатывает от 50 тысяч тенге. Минимальный размер заработной платы в 2019 году 42 500 тенге. То есть тот же самый сантехник, который устранит аварию в вашей квартире, в случае чего зарабатывает меньше, чем тратится на содержание одного уголовного преступника. Черта бедности определена в Казахстане. Приказ вводится в действие с 1 октября 2019 года. Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 27 сентября 2019 года внес изменения в приказ об определении размера черты бедности. Так, в документе говорится: определить черту бедности по Республике Казахстан с 1 января 2018 года в размере 50% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествующий кварталу обращения за назначение адресной социальной помощи. В случае, если размер величины прожиточного минимума, рассчитанный местными исполнительными органами за указанный период, составит ниже размера величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, черта бедности определяется в размере 50% от величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, с 1 апреля 2019 года в размере 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествующий кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи, но не ниже 70% от величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. С 1 октября 2019 года в размере 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествующий кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи, приказ вводится в действие с 1 октября 2019 года и подлежит официальному опубликованию. Величина прожиточного минимума с 1 января 2019 года составила 29 698 тенге.